Я начну с необычной фразы, с необычной. Я благодарен судьбе, что в 1986 году по просьбе председателя сибирского отделения Коптюга Валентина Афанасьевича Месяц Геннадий Андреевич, который создавал Уральское отделение Академии наук, а я в Свердловске работал в Институте горного дела, предложил мне поехать в Якутию и возглавить Институт горного дела, руководителем которого, директором, был Черский Николай Васильевич, значит. Я доктор наук, но уже это 50 лет уже исполнилось. Почему я должен ехать в Якутию? Мне сказали, Месяц говорит, все-таки вы съездите к Коптюгу. Он просил, а я рекомендовал вас. Я приезжаю, значит, в Новосибирск к Валентину Афанасьевичу. Откровенный разговор, я подробно рассказал. Я детали уже в данном случае к делу 30-летия не имею. Он сказал, хорошо, я вам прошу вместе с Курлени Михаилом Владимировичем, замдиректора Института горного дела в Новосибирске, съездите в Якутск, посмотрите, как там. И мы с ним приехали сюда где-то в июле 1986 года. Значит, лето, это было все нормально. С Черским Николаем Васильевичем встречались, значит. Я дал согласие и уехал. Потом Валентин Афанасьевич звонит, говорит, Виктор Иванович, так я, чтобы вас перевести из Свердловска в Якутск, должен согласовать с Министерством черной металлургии, в составе которого вы работали. Значит, они говорят, он самим нам нужен для организации института, вот там еще одного в Белгороде, значит. И на партийном учете. Он эти вопросы сам решил. И я сказал, хорошо. И он говорит, вы-то готовы? Я готов. И он лично со мной 26 ноября, значит, 1986 года, значит, мы с ним приехали сюда. Он представил меня в обкоме партии. Это 1986 год, переход. И, значит, я был назначен директором Института горного дела Севера. И когда я почему сказал благодарен судьбе? Период был непростой. Конец, значит, прошлого века знаменался, 80-е годы, и начало 90-е. Ну, вы знаете, я очень негативно отношусь к тому, что произошло Горбачев и Ельцин, распад. И я, зная горное дело, я увидел, что по горным проблемам горные предприятия России и стран СНГ все начали резко, независимость все и так далее. И когда я стал здесь работать, значит, в Якутии как раз шел процесс, когда Михаил Федорович Николаев был избран первым президентом Республики Саха-Якутия. И соглашение надо было готовить, значит, с Ельциным и так далее. И он обратился ко мне, что вы, мол, опытный человек, и знаете и московские дела, и уральские, и здесь. Я был советником, вернее, его представителем, значит, по выборам в Верховный Совет, значит, вот, доверенным лицом. И мы тогда уже познакомились. И достаточно успешно, значит, все это прошло. И когда в 91 году меня избрали одного из Якутска членом-корреспондентом Российской Академии Наук. Это 91 год. Первые выборы. Значит, а далее, значит, мы часто общались, он говорит, вот есть мысль создать Академию наук Республики Саха-Якутия, но опыта такого большого нет, надо бы
посмотреть, как другие республики, вроде Татарстан, Башкортостан, там уже создают. Вы, может, там ближе, может, вы там что знаете. Я даже съездил туда и туда, ознакомился и узнал мнения, какие есть о создании академии. Они были, как некоторые здесь представляли, и там, немножко разные. Мы обговорили, и он принял такое решение. 5 членов Российской академии наук было в это время в Якутске. Я всех не перечисляю, но Владимир Петрович Ларионов, значит, Крымский Гермоген Филиппович, значит, Никита Григорьевич Соломонов и так далее, Уржумцев, в общем, всех я перечислил. И он попросил нас, добавив к нам, значит, в комитет других ученых республики, создать оргкомитет и провести выборы членов Якутской академии наук. Моя роль была, значит, необычна в том, что, я не знаю, у него сегодня уже не спросишь, он ушел из жизни. Он обратился ко мне, значит, по целому ряду очень важных вопросов. Он говорит, во-первых, мне было поручено создавать первый устав Академии наук Республики Саха. И состав, я не перечисляю, там еще 2 человек добавили состав. Второе, он говорит, надо бы нам, наверное, знак, значит, члена Академии. Я говорю, да, в Российской академии наук, вот у меня, видите, знак есть Российской академии наук. Он говорит, мы тоже создадим. Как вы считаете, кого надо изобретать? Я говорю, ну, я не знаю, какого-то видного деятеля, может, Аюнского? Он говорит, нет, Ломоносова. Я говорю, так, Михаил Ефимович, Ломоносов на Российской академии наук есть. Неудобно, Ломоносов. Он здесь в фас, а мы в профиль. Я говорю, ну, этого недостаточно. Он говорит, ну, он из платины, а мы из золота. А еще основа там золото, а мы серебро. А уж совсем отличались, мы еще и бриллиантик. Это его идея. Я говорю, вы знаете, оригинально, можно так и решать, значит, вопрос. И второе, что важно, он мне поручил. Значит, он собирал нас, вот этот оргкомитет, который избирали первый состав, назначили. Выдвижение в институтах было и так далее, значит. Определили, что будет всего 25 членов действительных и 5 членов-корреспондентов. Вначале так было. Но мы часто приходили к нему на встречу, значит, несколько человек. И однажды мы пришли, он говорит, секретарь его приходит и говорит, Гермоген Филиппович, вас президент Михаил Ефимович просит к нему зайти. Мы сидим. Он ушел. Его минут 5 не было. Он пришел, но ничего пока не сказал. Говорит, академик Яковлев, вас просит. Я иду. Да, Михаил Ефимович. У меня к вам серьезный разговор. Кого будем предлагать избирать президентом Академии? Я говорю, так, наверное, надо Владимиру Петровичу Ларионову, значит, председатель Якутского научного центра. Он говорит, вы знаете, это не очень удобно. Он же председатель Якутского научного центра Сибирского отделения Академии наук. А мы с вами, он напомнил, мы с вами, несколько человек, вот Крымский, Соломонов и я, и Валентин Афанасьевич, и Михаил Ефимович Николаев ездили в Москву накануне еще этого, в 92-м, наверное, году, и согласовывали с Осиповым, что соглашение, что мы создаем академию, и чтобы мы могли взаимодействовать. И он говорит, поэтому через сибирское отделение, зачем, если мы договорились с Коптюком, что мы напрямую можем общаться с Российской академией наук, с президиумом.
Так что, говорит, я прошу вас на общем собрании выступить, предложить кандидатуру Василия Васильевича Филиппова. Он ректор и так далее, значит, университета. Вот. Я говорю, так сейчас период такой пошел, демократизация, значит, надо альтернативную кандидатуру, обычно теперь надо все. Я ей говорю, ну давайте еще, вы предлагаете, что, ну давайте вторую кандидатуру все-таки, значит, Ларионова. Он говорит, так нет, не собираюсь, потому что в числе тех, кто будет голосовать, 18 человек, члены Якутского научного центра. И там он говорит, надо кого-то другого. Я говорю, ну надо, подумайте, вы лучше знаете возможности республики. Я говорю, надо так, чтобы кандидатура-то была, по крайней мере, достойна. И он говорит, Кузьмина. Кузьмина, он как раз тогда был председатель госкомитета какого-то и курировал в том числе науку. Даже я помню, как директор института, мы от него получали информацию, что конкурс, сколько какой институт предложит важные темы для республики, с тем, чтобы можно было финансирование из бюджета уже оказывать сотрудникам, которые работают в институтах. Я говорю, ну хорошо. И таким образом произошло общее собрание. И тайным, как это согласовали, я председатель был уставной комиссии, тем более, значит. Кстати, в уставе главное, что удалось сделать, то, что было и в Российской академии наук. Это важнейший пункт. Значит, члены академии избираются пожизненно. Вот это очень важно, что, то есть, этот человек на всю жизнь берет обязательство выполнять эти обязанности. Ну и другие позиции там были, значит, обязанности и так далее. Все хорошо расписали. И проголосовали. И большинством голосов, я сейчас цифры могу, так сказать, не точно сказать, но, по крайней мере, на 4-5 голосов за Филиппова проголосовали больше, чем за Кузьмина. Его избрали. И далее, значит, все годы длительные, у меня очень хорошие продолжали быть отношения с Михаилом Ефимовичем Николаевым, конечно, и с Филипповым, значит, мои советы, которые давали, он, значит, воспринимал вот таким образом. И когда сейчас, я вчера случайно, значит, мне показали, что к 30-летию выпущен сборник вот такой. Я посмотрел. Ну, у меня никакой тут ревности к чему-то нету. Яковлев упомянут там, на одной фотографии попал, где-то есть, я сижу. И в конце, что члены, а так как у меня моя фамилия последняя, и в конце с портретиком на 2/3 странички написано, кто такой Яковлев. Вот. А больше и этой истории там нету. Хотя я направлял. Но так как я в 95-м году, не дожидаясь, меня на второй срок единогласно избрали директором института горного дела Севера. И я, значит, избрали. И в 95-м году, значит, звонит Месяц Геннадий Андреевич, говорит, Виктор Иванович, мы вас рекомендовали к Коптюгу, вы там успешно работаете. А теперь нам ваш институт, где вы работали, тоже подает заявку вернуться в Академию наук. А он в металлургкомитете. А так как на Урале предлагали уже, я уехал, а там директор института, который был, он ушел из жизни, я его еще похоронил, там сюда уезжая. И избрали там кандидата наук, который был. И он выполнял требования, которые были в Министерстве черной металлургии. И Месяц приезжал в институт, что давайте институт, потому что Урал, горное дело, в Уральское отделение обязательно, говорит. Он говорит, а министерство обратились, они отказываются отпускать. И тогда, извините, не очень литературное слово, подсуетились коллеги из Перми, и где был
в Политехническом институте горный факультет, Красноштейн Аркадий Евгеньевич, значит, доктор наук, он там, видимо, факультет, что ли, этот возглавлял, значит. Они приехали и говорят, а мы согласны создать горный институт. И они вошли в состав горного института. А институт наш? Нет, они в 87 году уже вошли. А в 94-м решался вопрос, и в Москве на заседании горной группы, когда я приезжал оттуда, я всегда поддерживал связи, естественно, как член Российской Думы. Мне сказали, говорят, вот ваш институт решил, что надо все-таки войти, но условие такое, вы-то согласны вернуться директором института в свой институт? Я говорю, так мне надо согласовать. Я еще избран Скоптюгом Валентином Афанасьевичем, и я член теперь, хотя избран был напрямую в первые выборы, значит, значит, числюсь в сибирском отделении. Но все эти вопросы удалось решить, и я, значит, с Коптевым меня назначили, значит, в свое время. И когда академию создали, это 93-й год. Вот такая ситуация, значит.